Ну, прежде всего, большое спасибо и благодарность тебе и вообще вашей группе, что искренне занимаетесь изучением не только современного состояния народов Кавказа, но и древней средневековой истории и культуры народов Кавказа. Это большое спасибо, великое дело вы делаете. И самое главное, вы хотите дойти, настолько я уже смотрю ваши передачи, до истины. Вы очень объективны и до истины хотите дойти. Это одно из таких причин тоже, что я согласился с вами дать интервью вам, согласился с вами работать. Это очень важно, тем более сегодня. Сегодня вот в той ситуации, в которой находятся вообще Кавказе, кавказские народы. Ну, общеизвестно, в принципе, да, что историческая наука играет колоссальную роль в отстаивании самобытности, формировании национального самосознания, веры народов, способности самостоятельного развития. Коллективная историческая память и делает людей народом. Отними историческую память у людей, тотчас же включается механизм самоуничтожения. То есть люди просто превращаются в манкуртов. Что касается роли исторической науки на Кавказе, так уже, в общем-то, в научной литературе давно уже это отмечено, о том, что очень важно, более значимо, свойственно вот кавказским народам, да, уважение, построенное чувство уважения к своим предкам, глубина исторической памяти, зафиксированная в исторических преданиях, генеалогиях, эпосах, да, и вообще особенности национальной культуры кавказских народов обусловлены формированием самосознания, тяготеющего к истории. И в этих условиях любой исследователь, занимающийся, особенно кавказский исследователь, занимающий историей народов Кавказа, древних или более ранних периодов, он должен быть очень осторожным, очень тактичным. Очень проявлять, значит, объективизм, серьезный такой объективизм. Почему? Наблюдается определенная тенденция, когда историческая наука становится полем идеологических сражений между историками соседних кавказских народов. Это, как, в общем-то, чревато вполне предсказуемыми, очень и очень опасными последствиями. Потому что в таких случаях история не дает урок, лишь клубок отрицательных эмоций, да, такой вот с обидой, это всплески эмоций, это появляется, и с виртуального сражения, значит, с поля исторического поля, это может перейти в физическое, в реальное сражение. Это мы часто, кстати, в истории это наблюдаем, часто это. Поэтому, еще раз повторяю, любой историк, который будет заниматься, он должен быть очень скрупулезно изучать не только объективно по отношению к своей истории, к своего народа, но еще более, в большей степени, повторяю, по отношению к истории соседних народов. Историю знают ли истории народы Кавказа, свои истории соседних народов. Вот если мы берем там Южный Кавказ, Северный Кавказ, все страны, и если мы берем в школах, в вузах, нет углубленного изучения народов Кавказа. Люди больше всего знают об истории и культуре далеких стран и народов, там, Европы, Африки, Азии, Америки. Но историю ближайших своих соседей, к сожалению, не знают. Ну, более того, мы часто видим, когда историки пишут историю своего народа, игнорируя историю соседних народов, порой и отрицая, иногда и пытаясь присваивать историю своих народов, что, безусловно, является, еще раз повторяю, для кавказских народов, особенно учитывая наш менталитет, очень опасным. И может привести к очень серьезным последствиям. К сожалению, вот сегодня мы такие моменты проявляются. Как с этим бороться?
Надо учитывать, что, в принципе, каждый кавказский народ обладает древней самобытной историей. То есть, история каждого народа тысячу нитями переплетена с историей соседних кавказских народов. Кавказские народы объединяют не только общность происхождения, но и общность исторических судеб. А на протяжении многих веков, на тот или иной период, общностью единой политической судьбы. То есть, поэтому невозможно, практически невозможно исследовать или раскрыть историю отдельно взятого кавказского народа без знания, без изучения, без исследования истории Кавказа в целом и в отдельности кавказских всех народов, соседних народов. Да? А именно вот такой целостный подход к изучению истории народов Кавказа был заложен основоположниками научного кавказоведения, таких как Услар, Генка, Мар, Туманов, Джавахишвили. Да? Но, к сожалению, уже где-то вот с конца 30-х, 40-х годов прошлого столетия такой подход, такая методология была предана забвению, к сожалению, да, в основном, хотя носители ее, продолжатели остались. То есть вы говорите о том, что они изучали общность кавказцев, а сейчас это остановлено? О каком именно подходе? Подход, целостный подход. Целостный подход, изучение. Выделяют народ, да, но взаимосвязи с другими народами, с историей другими народами. То есть, вот, например, мне, например, вот посчастливилось тем, что вот в стенах Ереванского университета, Института истории Академии наук Армении, моим научным руководителем, моим наставником был ученик одного из основоположников научного кавказеда Марра, это академик, известный кавказовед Иремян Сурен Тигранович. То есть вот с его подачи, еще студенческих лет, я начал заниматься историей не одного конкретного этоса, а в целом Кавказа. В принципе, я начал еще с первой научной работы, мы были по Кавказской Албании, по Дагестану. Потом оттуда уже Центральный Кавказ, уже позже уже Западный Кавказ и так далее. То есть, и чем больше вот я углублялся, чем больше я познавал, тем больше я убеждался в том, что невозможно вычленить историю отдельного народа в древний средневековый период. Просто и показать ее без истории соседних народов. То есть они взаимосвязаны. Мы иногда проецируем современное наше состояние, современное наше понятие. В древних средневековых там немножко другая ситуация была. И больше, чем мы познаем в целом историю Кавказа, своих соседних народов, больше мы можем реконструировать свою собственную историю собственного народа и историю кавказских народов тоже. А как же сегодня получается у них выделять какой-то один народ свой, например, и даже принижать достоинство соседних народов, или ставить историю соседнего народа как противоборство всей их истории? Давай так скажем. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы просто посмотрим, какие подходы, какие концепции по изучению истории народов Кавказа вообще существуют сегодня в историографии. Отметим основные. Основные не просто есть различные методологии, различные подходы, да, но основные, которые сегодня существуют, это один, так скажем, первый. Эта концепция подхода рассматривают народы Кавказа как древние народы со своим языком. Но как неспособных иметь свою собственную политическую историю, культурную историю, как людей, неспособных создавать какие-то свою культурную особенность. То есть все там, экономическое развитие, политическое, культурное развитие, это привнесенное извне. В результате завоевания, прихода сюда больших народов, мультикультурных народов, империи, которые привнесли сюда и культуру, или государственность. Как трактуется это?
это одно из направлений. И направлений, концепций, которые существуют. То есть, получается, что перманентное завоевание Кавказа являлось, внесло в собой цивилизацию и играло прогрессивную роль, потому что народы Кавказа приобщались к более развитой культуре, значит, приобщались к системе государственности и так далее. То есть концепция эта не новая, она возникла в период колониальных завоеваний там, в Западной Европе, когда было обосновать необходимость завоевания народов и стран для того, чтобы использовать их ресурсы людские и природные ресурсы тех или иных стран. То есть надо было необходимо обосновать. Это оттуда выходит, но эта концепция, это направление сегодня существует. Ну, особенно вот на Северном Кавказе есть регион, в Кавказском регионе есть институты, целые школы, которые опираются именно на такое рассматривание, именно в таком подходе рассматривают историю кавказских народов. Чуть ли, но не 20 века народы Кавказа жили в родоплеменном строе, там чуть не первобытные. Как только если какая-то империя отсюда уходила, то они начинали между собой воевать, там варварство превращались в варварство. Вы отвергаете это? Нет, конечно. Это называется культурный расизм. Вот это культурный расизм, значит, градация народов на, значит, на сорта. Это, конечно, это отвергается. Это нормальные ученые, это все отвергают. Но оно существует, эта концепция существует. Она сегодня издается большое количество книг, журналов, специально опирающихся именно на эту концепцию. Они наносят огромный вред вообще российскому государству, если так скажем, потому что это, то есть это как-то направлено на межнациональную рознь, то есть подрыв основы российского государства, Российской Федерации. То есть вы выходите конечно, даже за рамки не только Кавказа, но всей России? Ну, конечно, потому что Кавказ, Северный Кавказ входит в состав Российской Федерации, это входит в это государство. И такие методологии в изучении истории, история все-таки она связана с современностью, то есть особенно на Кавказе, мы же с вами говорили, поэтому это имеет очень такое отрицательное значение, она может иметь еще больше отрицательное в будущем. Это вот одно направление. Второе направление – это этноцентризм, скажем так, среди кавказских народов. Историография, которая складывается в республиках Кавказа, как и на Южном Кавказе, так и на Северном Кавказе, это в наших странах тоже этноцентризм, что заключается? Вот как ты сказала, восхваление истории своего народа, отрицание или приписывание истории соседних народов. Да? Это, к сожалению, есть у каждого народа. Это, к сожалению, издаются книги, это игнорирование, полностью игнорирование, значит, народов своих соседних стран. Правда, в некоторых республиках, в некоторых народах издаются такие книги, но не в рамках академической науки, так есть такие, скажем, маргиналы, которые, все равно издаются. А есть республики, такой подход чуть ли не возведен на уровень академической науки, что, к сожалению, тоже будет наносить очень серьезный урон и так далее. Есть третий. Да. Хотя я бы не назвал ее третьим, это первый. Вот это первый, есть концепция, выдвинутая еще основоположниками научного кавказоведения, у которых я перечислял еще в конце 19-го, начало 20 века. Что это такое? Что это за концепция? Это концепция, которая рассматривает древние кавказские, как древние этносы, развитие, которое происходило в результате внутреннего, закономерного развития социально-экономического, политического и культурного. Да? То есть они создавали свою государственность, создавали культурные импульсы, как обычно любые народы. Они являлись не только свидетелями, но и соучастниками становления древних цивилизаций. Безусловно, все это происходило в тесном взаимовлиянии, взаимодействии
как с соседними близкими народами, так и с далекими странами и народами. Да? То есть они являются, народы Кавказа являются субъектами мировой истории и культуры. Так, как Кавказ в целом и отдельные народы сами по себе являются субъектами мировой истории, внесшие значительный вклад в мировую культуру. Значительный. Это мы можем... Какой вклад? Как это? Мы можем на эту тему тоже поговорить. Какие вклады? Это очень важные вклады, именно кавказские народы. Это вот три основные концепции, которые сегодня, они все взаимосвязаны, они все существуют. Вот эти три концепции, которые я говорю. И нельзя сказать, что что-то превалирует. Но превалирует, к сожалению, там в разных частях Кавказа по-разному. А сегодня вот эту концепцию о том, что самодостаточность кавказских народов с древнейших времен до настоящего времени способность самостоятельно развиваться не только, но и помогать соседним народам, продолжатели, безусловно, были в советский период. Не только основоположниками, это такие известные ученые, как Крупнов, это как Коваленко, это очень известные, допустим, археологи, это Еремян, это Иналыпа наши, Дзидзария. Они углубили, естественно, более с включением больших материалов, которые неизвестных тогда, и развили эту концепцию. И, собственно, эта концепция сегодня существует, но она не является превалирующей историографией. Не является превалирующей, это тоже, к сожалению, мы должны это признать. А сегодня превалирующий вот этот этноцентризм и культурного расизма. А к чему это ведет? Они думают, вот тем самым они защищают культуру своего народа, или наоборот, это разрушение культуры? Это, знаешь, как, допустим, да, у них, видимо, все-таки благие намерения, но они наносят огромный вред. А в чем вред? Вред Он в же том, рассказывает лучшее про свой народ. это неуважение, отрицание своих соседей. Хорошо, а если он думает? А если это отрицаешь своих соседей, то есть ты перестаешь... То есть уважение, как ты получаешь уважение, если ты не имеешь уважения своих соседей? И кто тогда? А это очень... Потом она выводит, потому что, если то, что мы говорили, они на Кавказе, вот это, если на историографическое плоскость, историческое поле, когда переходит, скажем так, сражения, битвы на историческом поле, они легко переходят в реальность. В реальность, понимаете? То есть мы должны превратить историографию на кавказских народах не в поле битвы, не в поле сражения, а в поле сотрудничества, поле взаимного обмена мнениями на основе тысячелетиями выработанного кавказского этикета общения, поведения. Вот тогда у нас есть перспектива изучения своего прошлого, объективное изучение своих народов всего Кавказа. И самое главное, тогда у нас есть перспектива исторического развития. Без такого подхода мы всегда будем на задворках истории. Вот это саморазрушение, оно создано нами, инициируется, или оно все-таки извне откуда-то поступает? Если это используется теми силами, которые хотят нас рассудить, извне это тоже используется. Но если мы не даем повода, если мы не даем фундамента для этого, никакие внешние силы ничего не могут сделать. То есть основная первопричина – это в нас. То есть на каком уровне находится историография национальных республик. Да, вот и Северного Кавказа, и Южного Кавказа. Ну, я сейчас не говорю о армянской, грузинской историографии. Это, они имеют серьезную, это многовековую школу, то есть это уже установившиеся, которые тоже проходили определенные этапы, и сегодня тоже проходят в новом качестве определенные этапы. Но что касается остальных народов Кавказа, то историография так складывалась в советский период, со своими ее минусами, плюсами, со своими догматами и так далее. А у некоторых вообще историография пока еще не сложилась. Ну, если мы берем чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев,
они так безвинно, да, вот без основания полностью были высланы. То есть у них вопрос стоял выживания, физического выживания, не говоря уже о просвещении, науке. То есть они начали закладывать историографию, научную историографию, только вот вчера еще начали закладывать. Очень многие остальные тоже, вот мы можем говорить, то есть уровень историографии подростковый уровень, скажем так. А у некоторых и детский уровень. Когда, скажем так, да, внимание обращается не на то, что, вот, допустим, углубленное изучение своей истории, а на определенные знаки, символы, поверхностные вводится. Очень много сегодня, вот, используя информационную технологию, очень много дилетантов, которые выбрасывают в социальные сети абсолютно непроверенные, абсолютно абсурдные, абсолютно не имеющие никакого отношения к науке, высказывания, чуть ли не работы и так далее, которые читают у читателей различных народов и так далее, вызывают бурю эмоций. Это очень опасные моменты. В этом отношении здесь очень много очень много зависит от профессионалов, историков, там, лингвистов, археологов и так далее. Но, к сожалению, общий такой тоже выработанной какой-то концепции, которые в национальных школах пока еще нет, потому что вот этноцентризм немножко преобладает пока еще. А вы написали, извините, что рассказываю, войнахскую историю. Ну да, я вот, по древней истории, вот центральную, нахских народов. Вы поэтому стали писать, потому что там была нехватка, или вам было интересно очень? Ну, не то, что я когда вот это начал, вообще не знал ни чеченцев, ни ингушей. Это обычно мы в Советском Союзе, это когда вот, очень мало друг друга знали, мы же не изучали ни в школе и так далее. Ну, кто-то, кого-то, друзья были, встречались. Так мы не знали, просто когда я просто начал с Восточного Кавказа, там, южной, центральной части Южного Кавказа, и потом вот там выявляется такой пласт хурито-уратский. А кто хурито-урат, это родственные, близкородственные дагским народам, дагестанским народам. И это как-то меня заинтересовало, я уже, независимо от меня, уже ушла. Вывело меня все это Центральный Кавказ. Это, знаешь, как-то там в зал... Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. А эта связь, можно сказать, тогда вот где сейчас Лыхский хребет, в принципе, сейчас я двух слов. Мы находились вот с нахскими этносом, да, древними чеченцами, ингушами, на протяжении более 2000 лет этнически вот ограничили. Абхазии, древние Абхазии, да. Этнически граничили, пока там не вклинились. Это вот такие, это удивительно, то есть мы взаимосвязаны. Даже в нахском эпосе мы можем найти нахские этнонимы. Кстати, когда мы часто беседовали с Владиславом Григорьевичем Арзамбом на эту тему, историю Кавказа и так далее, естественно, он очень интересовал тоже вот историей Наху, Дагестана, Северного Кавказа и так далее. Вообще Кавказа, он археолог. Он как-то один раз мне говорит, вот в нахском эпосе Нарчхо. А ты знаешь, кто, как это вообще, откуда это, что это означает и так далее. Я говорю, не знаю. Как раз мы говорили про чеченцев, ингушей, древних историй. Он говорит, это, говорит, как раз с ними связано, с нахами связано. Нарчхо, который прибыл нам, да, выкрал Гундапшица, да, он выкрал ее, потом Хожерпыс, догнал его, они где-то вот в Верховье Кодорской ущелье, там где-то, по-моему, месяц они воевали между собой. Там очень интересный момент тоже такой есть, что у Нарчхо, стрела Нарчхо или меч, я не помню сейчас, череп раскроил его. Он так череп взял, подожди, говорит, я сейчас пойду, трепанацию через это сделаю. Это в нахском эпосе, это древнейший пласт. Сделаю трепанацию, и потом продолжим. Он поехал, сделал трепанацию, через несколько дней пришел, опять они продолжили бой. То есть
Ну, для, вот потом, ну, что за трепана, череп, как он череп склеил, там, ну, там, хирургическую операцию. Кто мог делать это там в те времена? А оказывается, могли. Сегодня археологические раскопки, например, кубанской культуры выявляют, что черепа нашли, где трепанация черепа, где сшит череп. То есть могли это 2000 лет тоже назад могли такое делать. Значит. То есть это уже археологически доказано. И вот видите, нацкий эпос и тоже показывает, ну, очень там много таких моментов, которые показывают нашу историю и взаимосвязь кавказских народов и так далее.